Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Судебные приставы. С их работой сталкивается большое количество жителей страны и Якутии в частности. Не так давно в регионе начало работать специализированное отделение судебных приставов. О том, какие полномочия есть у представителей отделения, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, временно исполняющей обязанности начальника отделения старшего судебного пристава специализированного отделения судебных приставов по Республике Саха-Якутия, главного межрегионального специализированного управления Федеральной службы судебных приставов, капитаном внутренней службы Натальей Тереховой. Добрый вечер, Наталья Ивановна. У вас очень серьезное название. Давайте расскажем нашим телезрителям, чем же занимается специализированное отделение, когда вы открылись и какие задачи стоят перед вами на сегодняшний день. Специализированное отделение судебных приставов по Республике Саха-Якутия является самостоятельным подразделением, которое работает, расположено на территории Республики Саха-Якутия. Приказом Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации от 1 ноября 2023 года на территории Республики Саха-Якутия создано наше специализированное отделение судебных приставов по Республике Саха-Якутия. Но тут, согласно положению об отделении, тут перечень исполнительных документов, которые подлежат исполнению специализированного отделению, он определенный, он конкретный. Это постановление налоговых органов, исполнительные документы таможенных, о взыскании таможенных платежей, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за уголовное дело коррупционной направленности. Это о взыскании штрафа, назначенного в качестве коррупционной направленности административного правонарушения, о взыскании ущерба, назначенного в качестве наказания за совершение преступления коррупционной направленности, а также в отношении должников бюджетополучателей неимущественного характера исполнительного производства, исполнительные документы свыше 100 миллионов рублей, а также исполнительные документы в пользу оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Вот эти основные документы, которые подлежат исполнению новому специализированному отделению судебных приставов. Как вы считаете, чем была обусловлена необходимость создания специализированного отделения? Появилось больше каких-то сложных случаев, которые требуют особого внимания со стороны органов? Это самое главное наше предназначение, наша работа – это пополнение федерального бюджета Российской Федерации. И чтобы мы смогли по этим особо важным категориям исполнительных производств, чтобы мы с ними вплотную занимались, чтобы мы довели их до логического завершения. А как принимается решение, что именно это дело является, скажем так, суперсерьезным и особо важным, например, да? Или существует категория, которая составляет эту часть? Вы сказали, что это дела именно, допустим, что у нас там было? Постановление налоговых органов, свыше 100 миллионов, коррупционные штрафы, коррупционные ущербы. Как часто у нас такое происходит в республике, и насколько уже удалось казну федеральную пополнить? Да, к сожалению, у нас такие случаи встречаются, исполнительные документы попадают на исполнение к нам. Например, на сегодня у нас именно о взыскании ущерба и штрафа коррупционной направленности, которые чиновниками, представителями власти совершены преступления. Их, например, на сегодня их 32 исполнительных производства. Конечно, там суммы штрафов и ущербов огромные. Они исчисляются миллионами. Например, в этом году, мы, как с 1 февраля уже окончательно работаем, мы уже успели закрыть один уголовный штраф коррупционной направленности на сумму 10 миллионов рублей. Это прям серьезная цифра. Да, там было доведено уже до ареста имущества должника, и, соответственно, должник не захотел расстаться с имуществом, у нас была арестована машина, квартира, земельный участок, и, соответственно, поэтому должник решил: лучше я заплачу добровольно штраф. Расскажите, как отбирали специалистов в ваше отделение? Ведь наверняка были какие-то специальные требования. Да, конечно, подбор серьезный, специализированное отделение судебных приставов. Здесь требования такие, что стаж в органах принудительного исполнения, то есть работая судебным приставом-исполнителем не менее
3 лет, а также, если по специальности, то не менее 4 лет. Это юриспруденция, экономика, педагогическое образование и психологическое образование. Да, к нам из Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов приезжал представитель, заместитель управления исполнительного производства. И с каждым кандидатом, кто претендовал на должность судебного пристава-исполнителя в наше специализированное отделение, была проведена индивидуальная беседа на знание действующего законодательства. Ну, также мне кажется, что должны быть какие-то психологические тесты, возможно, да? Да, конечно, у нас, да, ну как и у нас, как по 328 федеральному закону, там есть определенные требования, допустим, да, и, соответственно, врачебную комиссию надо проходить, естественно, полиграф надо проходить, ну и психологическое тоже это обязательно. Вот хотела всегда спросить, а интересно, можно ли полиграф обмануть? Вот говорят, в фильмах показывают, что вот человек подготовился, сел и рассказал то, что ему вздумается. Правда это или нет? Нет, я считаю, нет, потому что полиграф, он на каждое, вот, да, на миг, на каждое, если говоришь нет, да, там он прямо каждый вот это чувствуется. Поэтому, мне кажется, вряд ли возможно обмануть полиграф. Ну, вернемся к нашим вопросам. Вот хотела у вас поинтересоваться. У нас регион очень большой, то есть у нас транспортная раздробленность, можно сказать. То есть до одного района, до какого-нибудь отдаленного зимой невозможно добраться или летом. Как вы работаете с этими проблемами? Вот как они решаются? То есть вы же, получается, работаете со всем регионом? Да. Да, конечно, определенные трудности имеются, да, вот ввиду нашей сложной транспортной схемы, а также отдаленности, да, районов. Да, наше отделение расположено, дислоцировано в городе Якутске, и судебные приставы-исполнители, именно они работают и находятся в городе Якутске. Да, но здесь федеральный закон 229 об исполнительном производстве, статья 33, которая предусматривает, да, дачу поручения судебным приставам-исполнителям нашего подразделения судебному приставу-исполнителю того района, где находится или проживает должник. Мы можем поручение дать тому судебному приставу. Но в связи с созданием вот нашего отделения мы планируем уже сами будем выезжать в командировки по всем районам нашей республики, потому что это наша задача. А вот как вы взаимодействуете с коллегами? Вот, то есть вы сказали, что вы можете дать поручение, то есть получается вы, скажем так, главнее, верно, чем обычные судебные приставы? Да, здесь квалификация как бы наша повыше. Ну, в законе, вот еще раз повторяю, статья 33, что можно вынести постановление, да, например, пристав-исполнитель нашего подразделения выносит постановление о даче поручения. Ну, допустим, проверить имущество, либо там взять объяснение с должника, либо вручить какой-то процессуальный документ. И это поручение, постановление, да, приставом-исполнителем того района, он должен исполниться в течение 15 дней. Конкретно в течение 15 дней он должен исполниться. Вот хотела еще спросить про коррупционеров. То есть зачастую они, товарищи, достаточно хитрые, и порой имущество регистрируют не на себя, а на родственников. То есть я вот отчитался, у меня там, не знаю, машина и квартира, все, больше ничего нет, остальное на жену. Вот как в таких случаях вы работаете? Ну, вот совершенно верно, да, они вот уже, когда уже уголовное преследование идет, они пытаются уже увести, да, свое имущество и оформляя их на третьих лиц. Но у нас по закону мы вправе, да, обратиться в суд, допустим, если знаем, что это имущество принадлежало, допустим, должнику, уже, ну, он уже к нам поступает в качестве должника, то мы имеем право обратиться в суд, чтобы вот эту сделку купли-продажи считайте, да, недействительной, мнимой. Но вот во время уголовного преследования наши органы следственные, да, чтобы отчуждения имущества не было, они во время следствия налагают арест на их имущество. То есть нельзя не продать? Это очень хорошая практика. Пусть хоть проиграют в суде, выиграют в суде, но все равно имущество будет, да. Проиграют, арест снимется. Если нет, то дальше идет к приставу-исполнителю, и мы, соответственно, у нас в резолютивной части приговора будет указано, что в счет возмещения штрафа либо ущерба во время следствия был наложен арест, например, на имущество, на машину. Да? У нас в основном из-за того, что регион у нас северный, это у нас связано с оружием.
у многих коррупционеров очень много разного калибра оружия. И вот и следственные органы на них налагают арест, а мы уже, вот, когда возбудилось исполнительное производство, уже в добровольный срок он не оплачивает свой штраф либо ущерб, то тут уже мы изымаем это имущество, которое во время следствия был наложен арест, и, соответственно, их реализуем. А вот больше всего коррупционеров у нас где все-таки? То есть в столице республики, в городе Якутске, или по районам? Или нет такой статистики пока? Нет, в городе Якутске, но и по районам тоже встречаются. Районам это у нас представители власти, к сожалению, да, чиновники. Вот. Есть. Да, понятно. Так, пандемия нам показала, что цифровизация — это не просто удобно, но и необходимо. Вот расскажите, какие сервисы вы используете или используете вообще? И, может быть, что-то планируете, какой-то интересный проект в этой части, в цифровизации? Да, у нас вот цифровое исполнительное производство уже будет, и он уже в других регионах, он уже начал запускаться. Ну, а вот очень удобно, да, вот единый портал государственных услуг, да, вот через ИПГУ работаем. Ну, допустим, если пристав-исполнитель, если сторона исполнительного производства, то есть должник либо взыскатель хотят попасть на прием к судебному приставу-исполнителю, то не надо засиживаться в очередях, да? А заранее можно через единый портал, через личный кабинет, соответственно, да, свой личный кабинет в едином портале госуслуг можно записаться на прием к приставу-исполнителю на определенную дату и на определенное время. Кроме того, также в личном кабинете, если сторона исполнительного производства там требует вот это согласие, если там галочку поставить, да, что ты согласен получать извещение, уведомление от службы судебных приставов, то уже стороне исполнительного должнику либо взыскателю будут приходить извещения, уведомления, а также процессуальные документы, постановления, да, которые выносит судебный пристав-исполнитель. Это не надо будет письменно запрашивать, да, как идет мое производство, да, в мою пользу, а уже будет приходить там приставом-исполнителем, наложен ли арест на денежные средства, наложен ли арест на имущество должника. Вот это все уведомления будут приходить. А также там еще есть тоже обращение, и если тоже там галочку поставить, то можно спокойно обратиться через единый портал госуслуг, вот не тратя бумагу, ручку, время, да, какой вопрос интересует, да, допустим, на какой стадии находится мое производство, либо с какого банка расчетного счета списаны денежные средства. Вот это очень хорошая услуга, это есть, например, у Федеральной службы судебных приставов, у Федеральной налоговой службы и у органов ГИБДД. Вот у 3 органов именно вот эта услуга очень хорошо развита. А также можно суды, судебные органы, они выносят исполнительный документ в электронном варианте. Поэтому исковое заявление, когда человек подает в суд, наряду с этим исковым заявлением можно подать ходатайство о том, чтобы прошу выдать исполнительный документ и направить в службу судебных приставов в электронном формате. Это намного удобнее, намного быстрее, и уже, например, суд сам уже определяет, в какое подразделение судебных приставов направить данный исполнительный документ. А если на бумаге, то это надо будет этот исполнительный документ забрать в суде лично, потом еще определять, где будет исполняться мой исполнительный документ. Поэтому электронный формат исполнительного документа, он очень удобный и оперативный. А вот вы со своими, скажем так, клиентами как работаете? По прописке? То есть документы приходят? Если они все-таки приходят не через госуслуги? Где человек зарегистрирован? Да, специализированное отделение уже по всей республике, поэтому мы тут уже на прописку не смотрим. Найдем в любом месте, да? Да, если он зарегистрирован в республике Саха-Якутия, то, соответственно, он будет исполняться, если это наша категория исполнительных производств, он будет исполняться у нас. А если должник находится в другом регионе, то, соответственно, он по месту жительства либо по месту фактического проживания должника исполняется производство.
Расскажите, пожалуйста, сколько производств находится сейчас? То есть давайте об этом подробнее говорим. И вот с какими обращениями чаще всего приходится работать? То есть что это все-таки больше по коррупции, либо еще по каким-то другим направлениям? Мгм. Ну вот мы официально уже как бы переходный период был, потом там конвертация нашей автоматизированная информационная система судебного пристава исполнителя. Вот это мы все это прошли, и уже с 1 февраля мы уже в полном, да, объеме работаем. Но по состоянию на сегодня у нас более 3000 исполнительных производств, да, из них, допустим, около 1000 это постановление налоговых органов, а также у нас вот свыше 100 миллионов рублей имеются производства, а также предоставление жилья детям-сиротам у нас более 103, если не ошибаюсь, 103 исполнительных производства, а также вот о взыскании коррупционных штрафов, ущербов, а также обеспечение лекарственными средствами, препаратами взыскателя, а также это большинство у нас это неимущественного характера исполнительных производств в отношении должников бюджетополучателей. То есть обязать, да, обязать там снести что-то, обязать вывести что-то, обязать рассмотреть данное заявление, неимущественного характера у нас вот в отношении должников бюджетополучателей. Сейчас еще они начинают тоже, продолжают, то есть, вернее сказать, продолжают подступать из других районов нашей республики. Раньше они исполнялись именно по месту нахождения этого юрлица. А сейчас уже все вот должники бюджетополучателей исполняются в нашем специализированном подразделении. Вот хотелось уточнить про детей-сирот. Расскажите вообще, как история развивается, вообще какие проблемы там есть и в каких районах? То есть это, наверное, все-таки Якутск, да, больше? Да. Здесь значительное количество, преобладающее количество находится в городе Якутске. Это предоставление жилья детям-сиротам. Но вот с 2018 года, наверное, очень активно вот предоставление жилья детям-сиротам как бы нашим правительством как бы активно идет. Раньше, если вот в 2018-2017 годах их было 300, 400, да, более производств, то сейчас вот, допустим, у нас в исполнении, например, 103 исполнительных производства находится. Значит, получается, мы в прогрессе. Прогрессируем, судебное решение исполняется. В этом году, например, вот если взять, вот мы с 1 февраля работаем, 37 детей-сирот уже реализовали свое право, они уже получили жилье. Это для нас тоже вот как бы достаточно хороший. За 3 месяца, да, можно сказать, уже 37 детей-сирот приобрели свои законные жилые помещения. Ну, это очень хороший результат. Да. И про лекарственные средства. То есть это вот что? Это кто-то вот с серьезными заболеваниями, кто должен получать от государства лекарства и не получает? То есть да, так? Да, совершенно верно. Но, видимо, в досудебном порядке не смогли решить, видимо, да, и поэтому взыскатель вынужден, истец вынужден обратиться в суд, чтобы обязать Министерство здравоохранения обеспечить тем или иным лекарственным препаратом, да. Это в основном у нас это дефицитные лекарства, поэтому они вот только, видимо, исполняются уже в судебном порядке. В настоящее время у нас таких производств 12. И они вот, в основном это дети, и они обеспечиваются этим лекарственными средствами, препаратами до отмены лечащим врачом. Они поэтому долгоиграющие. Хорошо. И поэтому судебный пристав-исполнитель ежемесячно, да, вдруг там в мае закончится этот препарат в республике, да, не обеспечат. Поэтому уже заранее, да, мы прямо за 2-3 месяца уже начинаем беспокоить Министерство здравоохранения, начинаем уже предупреждение направлять, требования, а вот этот наш взыскатель на какой срок, до июня, до мая, до какого месяца обеспечен данным лекарством, который присужден судом. Мы уже заранее должны уже это отрабатывать, а чтобы так взял у человека в мае закончился этот препарат. А вот интересно, препараты эти отечественные или все-таки иностранного производства? Это в основном иностранного производства. Из-за этого, конечно, проблемы имеются, но в данном случае суды пошли на то, чтобы их аналогами, да, заменить аналогами. А есть лекарственные препараты, которые вообще аналогу не подлежат.
Ага. И поэтому здесь судебный пристав-исполнитель тоже вот, должен изучить это лекарство. Можно найти аналог или только вот этот лекарственный препарат подходит в данном случае нашему взыскателю. Вот сколько времени требуется на то, чтобы рассмотреть одно дело? Вот и есть ли фиксированное время для того, чтобы его рассмотреть? То есть, например, там, в течение 30 дней вы должны все разобрать по полочкам, дать результат какой-то, или все зависит от сложности? Ну, конечно, у нас законы предусмотрено 2 месяца, но это, сразу говорю, не пресекательный срок. Пока мы не исполним, пока мы не добьемся исполнения решения суда, он уже будет находиться на принудительном исполнении у судебного пристава-исполнителя. А вот если нет возможности установить должника или его имущество, то какие меры применяются? И могут ли начать требовать возвращения средств с родственников? Вот я уже спрашивала, но хочу поподробнее узнать. Да, вот. Также вот наш закон 229 об исполнительном производстве, статьей 65 предусмотрен розыск должника гражданина, либо его имущества, либо ребенка. В данном случае судебный пристав-исполнитель по своей инициативе, либо по заявлению взыскателя может объявить исполнительный рост должника. Но здесь тоже нюансы имеются. Если это взыскание алиментов, это ущерб, причиненный преступлением, да, то тогда пристав-исполнитель сам по своей инициативе выносит постановление об исполнительном розыске должника. А в других случаях это вот по заявлению взыскателя. Пристав-исполнитель уже принимает решение вынести постановление об исполнительном розыске. И в нашем отделении также есть судебный пристав-исполнитель, который приказом Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов наделен полномочиями осуществить розыск. У него поболее полномочий, чем у обычного судебного пристава-исполнителя. Да? Значит, он направляет запросы, да, работает с Министерством внутренних дел, с другими органами, чтобы в поисках должника либо его имущества. Но сейчас у нас где-то более 60 производств, по которым должник объявлен в розыск. Но по состоянию на сегодня у нас 21 разыскное дело прекращены в связи с установлением местонахождения должника, либо его имущества. Вот если человек находится в розыске, чем это ему чревато? То есть, насколько я знаю, за границу, естественно, ты вылететь не можешь, потому что тебя опознают быстренько, да? Вот что еще? Ну, конечно, это вот объявление везде, да, с фотографией. Да, это кому приятно будет, что разыскивается такой-то такой. Ну, это, естественно, будем через родственников искать, будем через бывших работодателей, но это кто с проблемным человеком хочет связаться. Ну, у нас, например, судебный пристав-исполнитель по розыску очень сильный, могу сказать. Он еще в территориальном органе работал и с нами перешел вот в наше отделение. Поэтому от нашего разыскника не так-то легко скрыться. Да? Так, вот а сколько времени есть у должника после ареста его имущества для оплаты задолженности и снятия ареста с имущества без его реализации? Ну, вот если уже наложен арест, пристав-исполнитель сначала выносит постановление о наложении ареста. Соответственно, это процессуальный документ, который подлежит обжалованию. Да? В течение 10 дней стороны исполнительного производства могут обжаловать данное постановление пристава-исполнителя, если они не согласны. Да? И потом, если уже наложен арест, то уже в течение 3 дней пристав-исполнитель выносит постановление уже об оценке. И пока вот эта оценка не вышла, получается, в течение 3 дней можно уже погасить задолженность, чтобы пристав-исполнитель снял арест с данного имущества. Вот, а в случае неисполнения решения суда или акта уполномоченного органа должник какой ответственности должен привлекаться? Здесь у нас административная ответственность в первую очередь, и во вторую это уголовная ответственность. Да? Это административная ответственность, это, которая регламентируется Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Если это исполнительные документы неимущественного характера,
то у нас статья 17.15 Кодекса административных правонарушений привлекается к административной ответственности. Также за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя также можно привлечь должника к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.14 Кодекса административных правонарушений. Требования судебного пристава-исполнителя, они обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации любыми органами, любыми банками, любым гражданином. Они должны исполнить требования судебного пристава-исполнителя. Ну и если уже должник никаких мер не принимает, то уже здесь решается вопрос об уголовной ответственности. А если у должника, например, нет ничего? Ну, то есть гол как сокол, как говорится. То есть нет у него имущества, ничего на него не зарегистрировано. Что с ним делать? Ну, вот в данном случае именно о взыскании чего идет речь, да? Давайте и так посмотрим. Да, ну, например, если это взыскание алиментов, да, гол как сокол, но он обязан содержать своих детей решением суда. Поэтому здесь у нас статья 5.35 Кодекса административных правонарушений. Сначала привлекаем к уголовной и к административной ответственности, потом уже далее уже к уголовной ответственности предусмотрено статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. А еще, если это неисполнение, злостное неисполнение решения суда, да, вот руководителем, то это уже тоже административная ответственность, которая предусмотрена статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. А злостное неисполнение — это как? То есть когда несколько раз предупредили, сказали, нужно исполнить, а никаких действий не последовало? Так? Да, вот к административной ответственности привлекаем, да, требования вручаем, беседы проводим, да? Да, беседы проводим, да, но, к сожалению, уже вот не исполняет, просто злостно, даже не пытается, да, там, частично, допустим, если бы, но злостно уклоняется руководитель, например, не исполняет и все. Например, не предоставляет жилье, никаких мер не принимает, допустим. Ну и уже здесь уже у нас играет роль статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда у нас уже, как показывает практика, когда уже начинаешь привлекать человека к уголовной ответственности, то уже начинается какое-то телодвижение. Ну, то есть уголовная ответственность людей гораздо больше пугает, нежели чем административная. Да, на практика так показывает. Ну, то есть, а если вот после уголовного дела какие, ну, скажем так, сюрпризы, точнее, радости в кавычках ждут человека? Ну, то есть, это же проблемы с работой, возможно, будут, да? Ну, естественно, это если человек уже привлечен к уголовной ответственности, это уже информация идет в информационный центр Министерства внутренних дел Российской Федерации, который будет каждый раз отражаться при трудоустройстве, а также дети этого преступника, уже это преступник будем называть, да, уже не могут устроиться в органы, да, ну, в частной коммерческой организации могут устроиться, но если вот уже в органы власти, они не смогут претендовать. Получается, этот гражданин уже перекрыл дорогу не только себе, но и своим детям, потому что именно информационный центр МВД Российской Федерации, он проверяет именно, если вот у нас то же самое, да, допустим, если кандидат приходит трудоустраиваться, то, соответственно, на его близких родственников идет запрос, идет проверка. А не привлечен ли его близкий родственник к уголовной ответственности. Если это отец, то это вообще самый ни на что есть прямой родственник. Даже несмотря на то, что, допустим, они между собой не общаются долгое время, никак не контактируют. То есть отец есть отец. То есть в документах, если числится, все. Совершенно верно, да. Вот расскажите, пожалуйста, еще раз, прям подробно, да, с какими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации могут работать дознаватели вашего подразделения? Потому что, мне кажется, это очень важно. Да. В нашем подразделении также предусмотрена должность ведущего дознавателя. У нас статьи, которые подведомственны нашему дознавателю нашего подразделения, это статья 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, это уклонение от уплаты кредиторской задолженности. Вот это как раз вот те, которые 100-миллионники и выше, да, они как раз подпадают под эту статью. И также нам последственно статья 312 Уголовного кодекса Российской Федерации, это отчуждение
сокрытие, растрата имущества, которое подвергнуто аресту. Да? Ну, допустим, это имущество арестовано, арестованное имущество по закону предлагается на ответственное хранение ответственному хранителю. И вот ответственный хранитель, допустим, да, он отчуждает это имущество, там, продает или что. В данном случае этот гражданин уже привлекается к уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну и вот в отношении руководителей, в отношении чиновников у нас статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это злостное неисполнение решений суда руководителем организации, предприятия. Угу. А вот что такое исполнительный сбор? И вот как насчитываются пени? Ну, исполнительский сбор – это денежное взыскание, которое налагается на должника. Допустим, вот пристав-исполнитель вносит постановление о возбуждении исполнительного производства, направляет его должнику, должник его получает, и в добровольный срок, который установлен приставом-исполнителем, да, это по закону 5 дней. Это если не считая исполнительного документа немедленного исполнения. При немедленном исполнении там добровольный срок не устанавливается. Он должен быть исполнен не позднее следующего дня. Ну вот 5 дней установил, и в течение 5 дней должник не принимает меры по исполнению решения суда, допустим, не выплачивает свою задолженность, да, тогда уже судебный пристав-исполнитель вносит постановление о взыскании исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы, которая подлежит взысканию, либо от суммы имущества, которое подлежит изъятию. И 7%, но не менее 1000 с должника гражданина и индивидуального предпринимателя, с юридических лиц это не менее 10 тысяч рублей. А если это исполнительное производство неимущественного характера, вот тоже предоставление жилья, да, обеспечение лекарственными средствами, в данном случае уже исполнительский сбор, он уже поболее. С должника гражданина либо индивидуального предпринимателя он составляет 5 тысяч рублей, а с юридического лица это уже 50 тысяч рублей. И исполнительский сбор, он налагается один раз. Вот среди населения, ну вот среди сторон исполнительного производства как бы ходит неверная информация, можно сказать, да, что каждый раз налагается вот исполнительский сбор. Они называют его пени. Ну, например, если квартплату не оплачиваешь, то пени каждый месяц, да, считается. А исполнительский сбор, он один раз вносится. Это денежное взыскание. Поэтому гражданину, должнику, должникам, предприятиям, чтобы вот это плюс еще присужденной сумме, чтобы он плюсом еще не был, конечно, желательно, чтобы в установленный приставом-исполнителем добровольный срок исполнил решение суда. Ну, то есть, если они сами не хотят, то денежки с карточки, например, списываются, вот как в обычных историях с судебными приставами. А как часто бывает так, что должник, вот, когда обычно судебные приставы начинают работать, люди же часто удивляются, говорят: ой, счет заблокировали, я ничего не знал. Вот как у вас такое часто бывает, нет? Или по особо важным делам такого не бывает? Нет, ну, в нашем специализированном отделении нет, потому что у нас, вот говорю же, особая категория. Мы должны вот 100% быть уверены, что должник уведомлен, что в отношении него уже выносилось судебное решение, да, уже имеется исполнительное производство. Здесь надо быть уже 100% уверенным, потому что это все-таки наложение ареста на денежные средства. Может быть, у человека это последние деньги. Также вот тот же самый исполнительский сбор. Но порой бывают такие должники, которые, приходя к нам, у нас узнают, да, что у них имеется задолженность. Да? И вот даже как-то несерьезно, вот раньше, если мы занимались алиментными платежами, и должник, почему-то должники по алиментам, они приходили и говорили: а мы не знали, а мы говорим: а что, даже не знали, что у вас ребенок имеется или что, да, вот, ну, такую вот, видимо, как-то они амбразуру включают, и
Ну, это очень, да, неприятно. Я думаю. Да, поэтому здесь вот, через единый портал госуслуг личный кабинет мы все равно постоянно направляется о том, что в отношении вас возбуждено исполнительное производство. То есть нужно проверять свою госпочту, скажем. Ну, конечно, да. Вот, а если арестовали имущество должника, что с ним делают дальше? И вот раньше очень много в интернете была информации о том, что можно купить имущество, как бы вот давайте по очень выгодной цене. Вот у нас есть вообще такая история в регионе или нет? Да, ну вот судебный пристав-исполнитель уже выносит постановление о наложении ареста и идет туда, и уже составляет акт описи и ареста имущества, и пристав-исполнитель уже предварительно оценивает это имущество, потом в течение 3 дней уже вносится постановление об оценке имущества. Если это имущество стоит более 30 тысяч рублей, допустим, это автомашина, да, он никак не может стоить 30 тысяч, он более стоит, да, уже здесь вступает оценочная фирма. Оценочная фирма, пристав-исполнитель уже направляет Она независимая оценочная да, фирма? независимая оценочная фирма, с которой уже Федеральная служба судебных приставов заключено соглашение. Заключено соглашение и направляет туда уже постановление об оценке, чтобы они оценили. А если это менее 30 тысяч рублей, то, естественно, можно самостоятельно его реализовать. То есть должник может, допустим, оплатив задолженность, может снять арест, либо выкупить данное имущество. Да? Тогда мы снимаем с ареста. Ну и далее, как оценка пришла, мы уже его передаем специальной, это у нас территориальное управление Росимущества. Этот орган, который занимается реализацией арестованного имущества. И Росимущество, естественно, сам не реализовывает, а заключает договор также с фирмой подрядчиком. Да. И эта уже организация уже реализует данное имущество. Ну вот те, которые, имущество у нас, которые подлежат, уже подверглись аресту, да, они в основном стоят не так дорого. Поэтому, конечно, желающие приобрести имущество, их достаточно, их можно спокойно найти на сайте Росимущества. Ну, то есть, наверное, не нужно до этого доводить дело, да? Да. Чтобы ваше имущество ушло, скажем так, с молотка. Наталья Ивановна, я вас благодарю за интересную и познавательную беседу. Это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.